31 марта 1838 года Евгений Головин, новый командующий отдельным Кавказским корпусом, прибыл в Тифлис. В первую очередь планировалось возведение новых укреплений на берегу Черного моря. Узнав о своем назначении, Головин 3 месяца провел в петербургских архивах, где поднял все папки с кавказскими делами. План по утверждению русских войск на побережье Черного моря стал претворяться в жизнь. 31 марта 1864 года главнокомандующий Кавказской армией Михаил Романов прибыл в Сухум, где встретился с владетелем Абхазии Михаилом Шервашидзе. 31 марта 1921 года Революционный комитет Абхазии принял декларацию об образовании Социалистической Советской Республики Абхазия. 31 марта 1992 года вышло постановление Президиума Верховного Совета Абхазии о призыве на действительную военную службу и мерах по соблюдению закона о всеобщей воинской обязанности на территории Республики Абхазия. Граждане Абхазии призывного возраста были обязаны служить в полку внутренних войск Республики Абхазия и других подразделениях, подчиненных Верховному Совету Абхазии. 31 марта 1994 года в Москве при участии спецпредставителя российского президента Бориса Пастухова проходил очередной раунд грузино-абхазских переговоров. Были продолжены консультации по вопросу размещения миротворческих войск в зоне противостояния по реке Ингур. 31 марта 1999 года в Сухуме в Абхазской государственной филармонии прошла учредительная конференция общественного движения Амцахара. 31 марта 2010 года правительство Российской Федерации распорядилось учредить торговое представительство в Республике Абхазия. Финансовое обеспечение расходов, связанных с учреждением и функционированием торгового представительства Российской Федерации в Абхазии, осуществлялось за счет бюджетных ассигнований. 31 марта 2010 года на втором съезде Ассоциации писателей Абхазии поэт Мушни Ласурия вновь был избран президентом Ассоциации писателей Абхазии. 31 марта 2010 года Государственной архивной службе Абхазии переданы копии архивных материалов XIX века, найденные историком Георгием Анчабадзе в архивах Тбилиси и Кутаиси. Это инструкция для окончательного устройства населения Сухумского округа 1879 года, дело комиссии для окончания сословно-поземельных дел в частях Кавказского края, дело штаба отдельного Кавказского корпуса по Генеральному штабу о мерах, принятых для прекращения набегов черкесов на Абхазию и наказании их 1839 года и многие другие. 31 марта 2010 года Совет Федерации ратифицировал соглашение России с Абхазией о совместной охране границ, которое было подписано в апреле 2009 года. Согласно соглашению, Россия окажет помощь государственным органам республики в подготовке кадров и в становлении погранслужбы Абхазии. В марте 1872 года в Очимчире начала работать общественная бесплатная начальная школа. В развитии школьного обучения в Очимчире большую роль сыграл Григорий Эмха. После русско-турецкой войны очимчирцы заново построили школу, двухклассную. В ней стал работать педагог Фома Эшба. В марте 1941 года издательство «Художественная литература» в Москве выпустило первый сборник стихов поэта в Абхазии на русском языке. В марте 1964 года студия «Грузфильм» выпустила кинокартину «Кто оседлает коня». Фильм озвучен на абхазском языке. 31 марта 1940 года родился Валерий Чалян, доктор медицинских наук, выпускник второй Сухумской школы. Основные направления научной деятельности Чаляна – теоретические аспекты разведения обезьян в неволе, антропология, этология и социоэкология приматов. Валерий Чалян принимал участие в программе акклиматизации в Туапсинском и Гумистинском заказниках. Ученый разработал научные основы содержания и размножения обезьян в Сухумском питомнике.
31 марта 1963 года родился Заур Ширшелия, герой Абхазии. Сражался на Абзыбском оборонительном рубеже. Затем был переброшен на Гуместинский фронт. Воевал в составе 2-го батальона 2-й бригады. Принимал участие в боях за населенные пункты Гума, Каман, Бырцха, Сухум и другие. Погиб в боях за освобождение Дома правительства Абхазии. 31 марта 1964 года родился Астамур Миквабия, герой Абхазии. С первых дней войны Миквабия в рядах абхазского ополчения сражался на Восточном фронте. Участвовал в боевых операциях в селе Мык. Во время одной из вылазок Миквабия вместе с 2 бойцами взял в плен 4 грузинских офицеров. Принимал активное участие в обеспечении высадки морского десанта в селе Тамыш и в боях за удержание отрезка трассы. Был назначен начальником штаба Иркутского батальона. Погиб во время сентябрьского наступления в боях за высоту Ануархо. 31 марта 1966 года родился Даур Акаба, герой Абхазии. Был артистом государственного ансамбля танца Абхазии «Шаратын». С первых дней войны в рядах абхазского ополчения. Сражался на Гуместинском и Восточном фронтах. Акаба принимал участие в мартовской, июльской и сентябрьской операциях. Во время июльского наступления заменил погибшего командира. В сентябрьском наступлении был командиром 1-й роты 2-го батальона 2-й мотострелковой бригады. Был неоднократно ранен. Погиб при взятии Сухумской телевышки. «Я уже с марта живу в тропическом Афоне», писал поэт Василий Каменский, подолгу живший в Абхазии, у лица моря, и слушаю симфонию морской легенды. Сейчас лунные ночи, и на море происходит волшебство, которое не измерить разумом. Ради только одного моря стоило мне гнать сюда за 7000 километров. Я очень счастлив, что именно здесь, в гостях у моря, в плену чудес, в музыке прибоя волн. И пусть море тихое, оно все равно тихонько разговаривает, и такие мудрости говорит, что и не повторить, и не берусь. За последние 10 лет в день 31 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году. Это 18 градусов. Самая же низкая температура в 2014 – это 3 градуса.